Здравствуйте! Это программа «Молодежный эфир», и я ее ведущая Евдокия Титаренко. Сегодня мы расскажем, а самое главное покажем вам всю красоту и грацию одной небезызвестной восточной танцовщицы, которая теперь волнует взгляды зрителей не только на городском, но и мировом уровне. Полное погружение в восточную атмосферу, завораживающие движения, гармония тела и души. Наверное, каждый испытывает непередаваемые ощущения при взгляде на чарующих танцовщиц. Белли-дэнс или танец живота – настоящий гимн красоте и женственности. Наркес Бухарбаева, которая известна в нашем городе как одна из самых юных профессионалов своего дела, покоряет не только сибайских зрителей, но и зарубежных. Недавно наша героиня посетила международный фестиваль восточного танцевального искусства «Кайра Мираж», который проводился в Москве. Наркес, расскажи тогда про свои впечатления об этом конкурсе и что ты заняла, какие призы у тебя были? К этому конкурсу я очень давно присматривалась. Я уже ездила до этого на такие же подобные конкурсы, только он проходил в городе Уфа. И когда я поняла, что в Уфе в этом году конкурса не будет, подумала, что очень хочется поехать еще раз, и решила, что пора уже ехать в Москву. Полетела, точнее, заняла 3 первых места, 1 4, 1 5. Ты сам можешь выбирать, где ты будешь танцевать, сколько танцев. Я танцевала 7 танцев, но, если честно, я к концу фестиваля уже очень сильно подустала, потому что конкурс шел 3 дня. Мы танцевали с 3 часов ночи, с 3 часов дня до 3 часов ночи, 3 дня подряд. И на 3 дня уже просто была никакая. Фестиваль «Кайра Мираж» проводится уже в 7-й раз и является одним из крупнейших международных фестивалей танца не только в России, но и в мире. В нынешнем году на нем были представители из 11 стран. Потому победа в нескольких номинациях для Наркес Бухарбаевой – большое достижение. Свой творческий путь она начинала с раннего детства и до сих пор помнит свое первое выступление. Танцевала в нескольких хореографических коллективах, а потом и сама стала преподавать. Сначала у меня был коллектив народных танцев «Гульдар», затем я ходила к Зульфии Анисовне, затем в лицее Ирандык с 1 по 11 класс есть такая хорошая традиция – уроки хореографии. Это были самые мои любимые уроки в школе. Также был ансамбль эстрадного танца «Фантазия», «Эдельвейс» и «Будур». Именно восточные танцы были в коллективе «Будур». Потом, примерно в 13 лет, я поняла, что я хочу развиваться самостоятельно, сама. Современные ученые с уверенностью утверждают, что восточные танцы оказывают самое позитивное воздействие на женский организм. Также стоит отметить, что психологи считают танец живота одной из самых действенных практик, направленных на приведение души и тела к полной гармонии. И поэтому не зря теперь брать уроки танца живота у Наркес хотят и девушки, и женщины. Сейчас интенсивные 2-дневные тренировки она проводит в выходные, потому что все остальное время посвящено учебе в соседнем Магнитогорске. На данный момент я студентка 1-го курса МГТУ имени Носова в Магнитогорске, буду педагогом русского языка и литературы. И в дальнейшем будущем я бы хотела совмещать и танцы, и русский язык. А вообще самое главное цель жизни – это стать матерью и женой. Творя танец, женщина творит себя, выражая красоту своих чувств, красоту своего тела, своей личности. Это лучший способ почувствовать себя поистине роскошной женщиной, настоящей богиней. Яркая, веселая, с добрыми огоньками в глазах юная Наркес еще не раз порадует своих поклонников зажигательными, чарующими танцами Востока.
Yeah.